Мага бир эки нерсени мындай элге түшүнүктүү болсун да айтып берсеңиздер. Мыйзамсыз баю, незаконное обогащение кантип далилденет? Неге таянып далилдейбиз? Укук коргоо органдары отурса түшүндүрүп бересиздерби? Саламатсызбы, Эльвира Саламатсызбы. Жыргалбековна. Бул статья менен Микрофон жакыныраак ала аласыздарбы? бул статья менен көп эле иштер келди. Установленный мындай методикасы бар. Анын декларациясында көргөзүлгөн доходу, официальный көргөзүлгөн доходунун базы өлчөмү менен фактически имеющийся, хоть и на него оформлено. Кечиресиз, сиздин кызматыңызда сиз ким болосуз? Мен укуктук кызматтын УКМКнын башчысы болом, Сабидин уулу. А биз декларацияларды уничтожать эткен период, за какой период уничтожили? Официально. Показали, что все, что было. А сиз кайсы декларация тайны изилдейсиз анда? За последние 2 года деп турбайбы? За последние 2 года в статье, диспозиции этой статьи. Приобретение должностным лицом собственности имущества, стоимость которого превышает его официальные доходы, подтвержденные законными источниками за последние 2 года работы. То есть всю жизнь мамлекеттик кызматта иштеп, акыркы 2 жылда уурдап баштаган адамдарды, получается, акыркы 2 жыл болуп калат экен да? Туурабы? Акыркы 2 жылдык официальный доходун алабыз да, алып ошол менен салыштырабыз, его фактически имеющиеся доходы. А если вся страна знает, что они были бедными до этого периода? Вот я и говорю, вот таким образом и доказывается. Соседи допрашиваются, родственники допрашиваются, те лица, на которых фактически оформлено его имущество, они допрашиваются. В общем, методов много. Хорошо. Если учитель, официальная заработная плата которого, допустим, на 1 дом не тянет, вы его тоже посадите? Я вопрос, в принципе, не понял, но если нет, у смотрите, нее, мы замсыз бою дегенде, нет, вы просто поймите, я логику пытаюсь понять. Нет, если это человек... должностное лицо должно быть, должностное лицо, понимаете? Мугалим должностное лицо место. Хорошо, давайте, какой статус и выше мы затрагиваем тогда? Анда элге жалпак тил менен түшүндүргүлөдү, жүрөгү түшпөсүн, ага чалып алып азыр переживать этип атат да, докторлар. Докторларды помните, незаконное обогащение деп недавно привлекали. Жыргалбековна. Эльвира Жыргалбековна, есть признаки должностного лица, указанные в уголовном примечании, кстати, 304 Уголовного кодекса. То есть лицо должно в силу занимаемой должности обладать властными полномочиями, управленческо-распорядительными полномочиями. Только такие лица имеются в виду. Я вас поняла. Вы можете для граждан, которые сейчас телевизор смотрят, пояснить? Бул кызматта кайсы кызматты ээлеген адамдар жоопкерчиликке тартыла алат деп эл түшүнсүн, жүрөгү түшпөсүн да азырчы. Бул мыйзамды кимдин кызыкчылыгына кабыл алып атасыңар деп ортодо сөз чыгып атпайбы? Пример келтирейин анда, пример. Мугалимдер, врачтар кирбейт. Буга кирет сотрудники правоохранительных органов, госслужащие, которые обладают такими соответствующими полномочиями. Сотрудники ГКМБ тоже кирет, да? Кирет. Отлично. Потому что как раз их тоже надо уже начать проверять. Только не все, а оперуполномоченные, следователи, которые внезапно разбогатели за последние 2 года, да? Да, получается так. Системный коррупция боюнча айтып бересиздерби? Системный коррупция. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте системный коррупция барбы, жокпу? Жетекчилик болуп турасыздар го, просто түшүндүрүп берсеңиздер. Анткени биз мындайга карамагай мындай вице-премьерлер менен да комитеттерде айтып кетип атабыз да. Эльвира Жыргалбековна, я отвечу, хорошо. Да, давайте. По борьбе с коррупцией ГКНБ постоянно работу проводит, и по системной коррупции в том числе тоже. У нас есть на сегодняшний день? На сегодняшний день, да, есть системная коррупция в определенных министерствах, ведомствах. Последний выявленный факт вами? Последний выявленный факт, вот до этого, как уже говорили, это вот в таможенной системе, в налоговой системе. В принципе, есть такие факты, да. То, что в СМИ есть, да? Да. Так, и последний у меня вопрос. Если чиновник имеет, и его семья имеет иное гражданство иностранного государства, это преступление?
По нашему закону чиновник не имеет права иметь двойное гражданство. А То есть его получается- супруга, его дети имеют право? Ну, это смотря в каком органе. То есть Это не получается, нарушение да, законодательства? не нарушение, Не да. нарушение, Не да? нарушение, да. То есть он может быть очень высокопоставленным чиновником, его супруга, его дети могут иметь иные гражданства, да, и вид на жительство. Вы сейчас чуть-чуть или нас вводите в заблуждение? Эльвира Жиргалбековна, как раз ушел без Гараутхан Мейзамда, без дагы норма киргиздик. Должностной государственный служащий не имеет права иметь иностранное гражданство. Его супруга, ее муж, если она чиновник, ее супруг имеют право или нет? Родственников такого ограничения нету. Почему? То есть, согласно нынешнему В отношении- законодательству, вы разрешаете? Имеющее гражданство другого государства, эта норма распространяется только в отношении самого госслужащего. А если родственник имеет другое гражданство другого государства, за это ответственности не несет. Ну, вам пора вот такие вещи вносить тогда. И по поводу вида на жительство. Чиновники имеют право иметь вид на жительство в другом государстве? Я не о гражданстве говорю, вид на жительство. Не имеет права, да? Но если вы, товарищи, об Если, этом не знаете, Эльвира как вы тогда Жиргалбековна, расследуете если дела? Специальным законом, который регулирует деятельность того органа, который Да проходит или нет? службу, если есть там такие ограничения, тогда нет. Например, в нашем законе о ГКМБ есть такая норма, что мы не имеем права заниматься предпринимательской деятельностью, иметь вид на жительство и так В далее. кабинете министров имеют право? Нет, У нет, них не имеет такого права. ограничения нету. Вид на жительство не могут иметь? Не имеет права, Анау да. ошону ачык эле айтып калат, силер байландырып атасыңар да, же бизге түшүндүрө албай атасыңар, же бизди мындай башка жака буруп атасыңар, мен түшүнбөй атам да. Не имеют права, да? Ну, я надеюсь, УКМК и проверит тогда и кабинет министров, их близких, на наличие у их близких родственников, и оттуда потенциально, куда могут утекать деньги из нашей страны, тоже надо вам давным-давно уже проверить. Тем более за последние 2 года вы говорите, мы можем, значит, это проверять. Мыйзамды мен 100% колдойм, мен ойлойм, абдан көп адамдар жоопкерчиликке тартыш керек, анан мамлекетти тонобогон, мамлекеттик жанакы тендерлерге аралашпаган, крышевать этпеген адамдар бул мыйзамдан коркушпайт. Мен коркпойм. Ошон үчүн айтып атам, 100%.